Че, меня слышно, ребят-то? Видно, слышно? Что-то у меня показывает, что ошибка там нашлась. Ошибка, повторите попытку позже. А, значит, я не вижу, не слышу, да? Почему, интересно? Привет, ребята, привет. Да, мы в кругосветке. Сейчас Настя пока Аечку укладывает. Вот. Валерьяныч, привет. Привет всем, ребята. Вот, укладывает Аечку. И я пока посижу с вами один. Вот мы, извиняюсь за опоздание, пришли только вот сейчас гуляли, вот светло тут в Питере. В Америку-то поедем, дай бог. Велосипед починим, если то доедем. Да, ребят, кстати, если что, тут донат. Можете, имейте возможность нас задонатить, поддержать нас чуть-чуть, потому что нам сейчас приходится добирать снаряжение. Велосипед уже Настин вот нужен, и мой тоже на ТО отправить. Вот, поэтому будем рады поддержке такой. Вот. Велик-то не сломался, он это... ТО-то надо проводить периодически. Мы Настин, вон вообще с Барнаула едет, мы ничего с ним не делали. Вот уже прокручивают. Звезды не цепляют. Вот, и нужно менять уже кассету, цепь, систему. Вот. Что-то странно, я почему-то себя не вижу, короче. Если вы видите, значит нормально. Сейчас я репостну это. Так. ВКонтакте это надо закинуть. Закину по бырику. Что такое? На Facebook сейчас сделаю, чтобы людей побольше зашло. И еще надо закинуть на Одноклассники. Сейчас, ребят, я вам всем отвечу. Поговорю о России немножко, потому что мы сейчас проехали 1500 километров. Вот. И вот. Немножко расскажем. Сейчас как раз делаю пост об этом на сайте. Вот. Как питерская молодежь. Да, честно, мы как-то не общаемся. Я же человек семейный теперь. У меня так не потусуешься сильно, да и не особо охота. Вот. Ну, где-то ходит. Мы-то остановились тут, вот, в районе Купчино, на Звездном метро. То есть у нас тут в гости пригласил человек, сейчас его нет. Вот, и мы пока вот тут живем. И для этого надо ехать в центр, чтобы там пообщаться. И что-то как-то неохота, лень. Сейчас я... Ох, что, как вы-то вечер проводите, ребятушки? Что-то странно, я все равно себя в эфире не вижу. Почему, не знаю. Вот, планы на поездку, да? Планы на поездку, какие они у меня? Планы на поездку такие. Сейчас мы сидим в Питере. Виза у нас есть.
И вот где-то в середине недели следующей мы отправляемся в Финляндию. В Финляндии мы поедем в Швецию. В Швеции мы поедем, наверное, в Данию, потому что у нас есть всего 3 месяца. 3 месяца. Вот, и за эти 3 месяца нам нужно доехать, успеть до югов, желательно. Так. Ой. Этот Инстаграм меня так раздражает, честно. Здорово, инстаграмные друзья. Заходите на мой канал на Ютубе. Мы тут стрим ведем, в общем. Сейчас Настя тут тоже появится. Там усыпляем Аечку. Привет, Саша Федоров. Взаимно. Тебе тоже. Взаимно все. Дочки, как и нам, дали на 3 месяца. То есть там же никак не раздельно. Всей семье все одинаково. Ух ты, пух ты. Что там произошло? Что там? 100 рублей. Вау, спасибо. Ребятушки. Уже четверть цепи, наверное, можно купить на них. А, нет, 300 рублей даже. Вау. Ничего себе, ребят, спасибо. Александр, спасибо тебе. Вот. И вот, в принципе, чё, каким? В Данию, то есть мы по скандинавскому полуострову поедем, в Данию, затем надо добраться до югов, до зимы. Вот. О, вопрос хороший, реки Ран. А будут ли разговорные влоги, как в Большом Восточном Кочевье? Скорее всего, нет, наверное. Сейчас будут такие мои операторская такая работа моя. Вот. Как-то надоел мне этот формат, честно, разговаривать. Да, честно говоря, и не на что сейчас так снимать. Экшн камеры нет. Вот, есть только зеркалка, поэтому на зеркалку-то это неудобно делать. Ну и вообще мне немножко надоело. Я, конечно, понимаю, вам интереснее это смотреть, то есть как раньше. Вот, что, как я объясняю, разговариваю, но я, короче, стал скучный как мне пишут. Вот. Пусть будет скучный, в общем. Вот. Да везде дорого жить. Ну, видишь, Стас, лучше, не лучше, это все по-разному. И тот хороший, видишь, просто разные форматы, невозможно сказать лучше. Мне вот это больше нравится, мне устал от того разговорного просто. Видите, я для себя ведь снимаю больше, то есть и вам выкладываю посмотреть. А так, как бы мне нравилось. Мы думали, что так будем тоже разговорный, только это будет Настя снимать, как я раньше, но что-то не получилось, и Насте как-то не идет это. Ну, Альбина, видишь, это. И извиняйте, но так вот. Вот. Пока будет так. Ну, и так и в последующем, то есть. О, спасибо, кто там перечислил мне на Сбербанк, ребят. Спасибо. Вклад в путешествие. В каком районе я? В этом. Где Звездный? На Звездном я тут. Мы точнее. На Звездном сейчас. Чего вам рассказать еще? Сегодня вот пост писал, пока не выложил еще про
российский этап. Мы проехали уже сколько? Около, короче, 1500 километров, 1455 километров. Вот. Из них 80 километров мы на электричке тут под Питером. Надо было нам проехать до Поповки. Ну, это вы читали, наверное. Вот. Было 3 паромные переправы у нас по Волге. Все, да, все по Волге. Вот. 1 брод у нас был. Самое больше мы проехали, получается, по Ленинградской области, то есть с самого востока до запада. Еще нам предстоит 150 километров здесь проехать. Вот, ну в целом, вот. Ну в целом вот так вот получается. Мамон, за сторисы спасибо. Ну, не за что. К сожалению, не так много я их делаю. Просто у меня телефон уже... То ли Инстаграм такой просто глючный, то ли телефон у меня уже не тянет. И очень трудно, долго, и не хочется эти сторисы уже. Даже Инстаграм лишний раз не охота запускать. Вот, и поэтому я их мало делаю. Ну, как вы, наверное, видите, я Инстаграм-то уже не веду особо. У меня, то есть, все силы направлены на сайт. То есть, каждый день я вечером по 3-4 часа работаю, сижу, пишу посты. Вот, получается так. Вот, и поэтому Инстаграм вообще сил нет уже. Ну и вообще зачем он так? Он только как удочка для знакомства с вами. То есть, вы узнаете, но все основное на сайт, как я уже говорил, в бестолку этот Инстаграм вообще, контакт, то есть никакой монетизации оттуда нет. Вот бы мне хоть, вот столько умников вот в интернете сидит, вот хоть кто-нибудь один бы сказал, что мне нужен сайт для того, чтобы монетизировать вот это все с рекламы хотя бы. То есть ни одного умника вот на это не нашлось, короче. Столько советчиков, ядрен батон, вот хоть нафиг их шли всех. Ну, Валерьяныч, спасибо тебе. Вот, и поэтому сейчас все на сайт. И, ребята, если вы хотите нас поддержать просто хотя бы копейкой, то есть все, заходите на сайт. Один просмотр даже рекламы вашей, это уже копейка в нашу копилку. И вы, то есть, поддерживаете нас. Вот, поэтому у меня все силы на сайт. Поэтому извиняйте те, кто в Инстаграме ждет что-то, ВКонтакте. Туда я буду кидать только крючки для сайта. Вот. Так, в Питере есть район, где очень много чувашей. Не, я вообще не в курсе, честно, чувашей. Вот. Чуваши нас, кстати, здесь встретили. Молодежная организация Чуваши. Я фотки еще не выставлял, еще не писал про это, но нас встретили. Народу было немного, я это анонсировал все, то, что в Доме национальности это было. Но мало народу пришло. Ну, может, тому и лучше. Мы как-то не популярны особо, хотя мы вроде такие вещи делаем как бы с ребенком, но хайп на этом не ловим, не стараемся там в каждую дырку лезть, какие-то громкие лозунги. Едем, едем, это наша жизнь, что тут поделать, наша кочевая. Вот, но народу как-то мало приходит. Ну ладно, того хорошо. Хорошо, хоть вы у меня есть, вот Мамон, все мои старые друзья, подписчики. Сергей Кисляков. Через Литву вы не поедете. Не, мы решили через Литву не поехать. Думали вначале по Прибалтике поехать. Вот, но вместо Прибалтики решили, что поедем через Скандинавию, то есть Швеция, Дания, сразу в Западную Европу. Потому что, ну, решили, что это более в приоритете за 3 месяца. 3 месяца всего. Я бы и с удовольствием в Прибалтику поехал. Мне хочется там побывать, но, к сожалению, получится, что поедем через Данию. Вот. Ну, о, кто пришел? У нас не получилось уснуть. Не получается спать. Привет скажи. Кто там? Там пупсик. Вот она рассказывает как раз, что через Данию, говорит, швед, я перевожу. Теперь будет она. Я все вам, ребята, отвечу. Не переживайте на все вопросы. Ага.
Нам погулять еще, что ли? Да. А то я сейчас не смогу с ней Не, мы сейчас рассказать. съем. Вот, поэтому там не поедем. В какую страну делали визу? Визу делали через Финляндию, то есть все нам посоветуют, потому что Финляндию делали мы, кстати, в Чебоксарах, если кому интересно, мы писали об этом через visa21.ru. Они помогли нам с бумагами всеми, с визами, потому что так бы мы запарились бы эти документы собирать. Вот, и оказывается, для финской визы не нужны документы с работы. Мы же бездельники безработные. У нас нет, мы не можем справки с работы найти. Такие мы редиски. Вот, и там не нужна справка, но от доходах нам тоже помогли с этим справку сделать. То есть денежку на наш счет перекинули, потом обратно. Вот. И сделали в итоге Финляндию. Но и то вроде как нам дали на 3 месяца, при том, что это первая виза. Но они смотрят, мы же путешественники, вот даже по моему загранпаспорту старому видно, что я много объездил, поэтому как бы это гарантия того, что мы путешественники, не просто там едем, не беженцы. Вот. Ну, дали на 3 месяца. Первый раз, как бы это тоже нормально. Валерий Михайлов тут пишет. Пока ребенок не пошел, зря. Что за слова, не пойму, зря. Ничего не зря. Ты, наверное, немножко, Валерий, не понимаешь это сути происходящего. Вот. Как Насте тяжело. Вы не переживайте, ребят, за нас. Насте тяжело, Пупсе тяжело. А мне, представляете, как тяжело-то ехать, это все тянуть-то тоже. Всем тяжело. Но ничего, вот тяжело справляемся. Но вот чтобы вам поддержать нас, то вот для вас есть счет, реквизиты. Вот, если вы нас хотите поддержать. Нам ваши переживания абсолютно не нужны. Оно никак не помогает вообще. Поэтому, ребятушки, реквизиты. Я всем вот так, кто переживает, всем вот так говорю. Не надо переживать ваши там зря, тяжело, охи, вздохи, они нам нафиг не нужны, вот честно, уже устал. Я и так везде комментарии уже закрыл от этих умников, советчиков, в Инстаграме, в Ютубе, ВКонтакте, везде закрыл эти комментарии. Мне, честно, хорошо и легко стало. Я понимаю, что большинство у меня хорошие, адекватные люди в целом сидят, ну, хотя бы просто молчат, которые даже не пишут, это уже адекватно ведут себя. Но вот есть много, которые пишут какую-то, не знаю, вот реквизиты, все. Вот ваши переживания, и там сообщение пишите, что вы, за что переживаете. Ну вот. Чтобы мы могли хотя бы кушать. Вот, так, что вот там дальше написали? Чтобы заходили часто на сайт, необходимо делать интересный ресурс, пишет. Как я делал раньше, не только для себя. Но видишь, ресурс-то я же пишу там. Кому интересно, тот читает. Я сайт больше как не для видео делаю, а сайт-то я делаю больше как для чтения, кому интересно. Потому что мне писать сейчас тоже оказалось, что это интересно для самого себя и просто для архива. Вот. Ну как для себя? Я же не только для себя это снимаю, я же снимаю, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Просто вот я понимаю, у меня сложился определенный костяк вот на Ютубе, которому это нравилось, который, на то вы на меня и подписаны. Но вот все меняется в жизни, понимаете, ничего на месте не стоит. Вот мне надоело так вот, как раньше снимать. Мне хочется что-то другое, более глубокое. И кто-то видит в этом, кто-то нет. Кому-то же нравятся документальные фильмы там смотреть, авторское кино. Кому-то не нравится, кто-то он трансформеров смотрит, и это нравится. Я не буду говорить, это плохой, хороший фильм. Видишь, у всех вкусы разные, поэтому тут как бы спорить о вкусах единственное. Я понимаю, что вы привыкли, но помимо меня есть на ютубе миллион блогеров, там на велосипедах ездят. Кому нравится, то просто привыкайте, либо так. Мне просто так нравится. Кому-то реально нравится и пишут, и меня это вдохновляет. То есть, значит, на другой круг немножко рассчитан уже. Видео гораздо лучше смотреть, чем читать. Ну, кому что, конечно, кому-то видео интересно, кому-то чтение. Я стараюсь на всех ориентироваться.
Вот. Я, например, видео не так смотрю. Ну, у меня нету вообще времени смотреть видео. Как бы мне самому свое надо монтировать, а потом еще смотреть то это. Привет, в итоге спонсором поездки кто стал, спрашивает Александр Григорьев. Ну, честно, у нас нету спонсоров, таких как кто-то думает, что у нас там ежемесячно какие-то идут накопления, то есть ежемесячно нам кто-то стабильно платит. Этого нет. То есть я вот об этом уже писал, что эти компании, которые, это в принципе наши друзья, вот кто есть на футболке, это Макс Чепель, Мостеплогаз, Аня Забелони. То есть это как бы старые наши друзья, никого нового не появилось. Ну вот, и от спонсоров у нас нету. Это просто наши как клиенты, можно сказать, которые у нас купили место. Вот. Поэтому вот так вот, спонсоров у нас нет. Конечно, не знаю, что с этим делать пока. У нас, может, коммерческие жилки просто нет у меня лично. И я в этом не сильно там напрягаюсь, что, ну как не сильно напрягаюсь, мы все-таки ищем, но в Чувашии у нас никто не находится из компаний, которые бы сами предложили, а ходить как бы и просить о чем-то я никого не буду. Вот. Но компании ведь не только на чувашских, я думаю, на чувашских компаниях-то и не стоит вообще зацикливаться, как бы масштаб надо шире брать. Мы все-таки всероссийские, сейчас мы уедем за границу, будем представлять Россию, вот, поэтому как бы вот так вот нужно делать. Вот. Да, хайп ловит интриги, скандалы и тому подобное. Ну да. Ну, видео, конечно, больше передает ощущение, конечно. Но можно и описать словами так, что и видео не передаст. Да, значит, не судьба встретиться в этот раз. Ну ничего, земля-то круглая еще, встретимся. Так, у вас столько там много написало, подождите, ребят. Хотел вас встретить Костроме, но вы как-то быстро проехали. А, ну, не знаю, вот ты не успел, ТВ. Не успел, мы там не быстро, мы там целые сутки отдыхали, получается. На 2 вечера взяли хостел, на 2 ночи пришлось взять и уехали. Вот. Ну, жалко, конечно, не получилось, ладно. О, Александр Федоров. Уложил сына 2 года спать. Ну, тебе везет. Я пока не смогу уложить, она годик, и пока без Насти, то есть только Настя может уложить. А сама она засыпать пока не умеет. Вот так вот. Керсари, давай. Я с тобой. Диметриус, добрый вечер. Артем Ларионов, салам-салам. Да вот, что, сижу, общаемся. Привет из Вьетнама, пишут. Вьетнаму привет. Диметриус, как колени бережете в поездках, пишет. Я не особо много ездил, но одна болячку заработал. Ну, колени как беречь? Знаешь, наверное, тут такое дело, кому-то дано, кому-то не дано, вот именно по здоровью. У меня, слава богу, таких проблем и у нас вообще нет. У Насти, когда она ехала со мной до Чувашии, была проблема с коленями. Но это, наверное, просто из-за неподготовленности и резкого старта, потому что мы сразу так выехали, ну, для Насти это тяжело. А сейчас вроде все нормально, то есть она подбирает скорость нужную, и как бы каденс у нее получается нормальный. Вот, и вроде нормально, слава богу, все. Поэтому, а так я не могу тебе посоветовать, как колени беречь. Ну, просто каденс выбирать, почаще крутить, не крутить на больших звездах, ну, в смысле на передних. Все-таки так плавненько разгоняться, наверное, так. Ну, можешь витаминки пить какие. Вот. Мамон, вы отлично справляетесь, на нытиков не стоит равняться. Да, конечно, Мамон, уже давно это уж поняли. Ой, Сергей Иванович, это, видимо, Кириши. Ой, Кириши, говорю. Иванова. Спасибо. Вот. Здорово, Рен Джонс.
Не человечек, да, видео вставляем на сайте, там есть в разделе видео. Ну, у вас, если есть какие-то советы, ребят, по сайту, например, как его, что добавить, что изменить, то я приму эти советы, потому что я не сайт-отдел, я это, хотя сайт сам делал, но может что-то удобнее будет, может что-то я не допер пока и не придумал, поэтому буду рад, если вы посоветуете мне что-то. Еще пишут, Диметриус, хотел еще сказать, давайте больше экшена и действий от первого лица в фильме. Сейчас это больше зарисовки, словно семейный фотоальбом. Ну, я что могу сказать, Димитриус, как мы можем экшен-то придумать? Такого экшен, не знаю, я не хочу формата Ютуба вот это все делать, знаешь, как только для Ютуба. Это как фильмы получается, воспринимай это как фильмы, семейные зарисовки. Ну, пусть будет так, как угодно можно называть, но мне как-то больше это нравится. А экшен, свою рожу я туда не хочу вставлять уже в видео. Знаете, как-то не хочу я. Больше хочется как такой оператор уже. Поэтому экшена, наигранного экшена придумывать, это для меня вообще это дикость. Ну, то есть все, что неестественно для меня, ну, безобразно. Вот, и поэтому, ну, как экшен придумать? То есть с ребенком. Я-то один ехал, то есть в дороге у меня сосредоточено все на том, чтобы поменьше приключений себе находить. Ну, негативных приключений, я имею в виду. С природой связано, конечно, интересно. Вот, но специально не хочется. Я не стараюсь там, что вот я там путешественник, пытаться что-то доказать какое-то. Я кочевник такой скромный, поэтому мы неохота этого всего делать. Как-то завлекать. Вот. Кому нужно, ребят, они знают, на меня подпишутся, на меня будут читать, кому интересно. Вот. Ну уж извиняйте, кому что не нравится. Вот. Но совет приму. Так, что там? Привет из родной Чувашии, Дима Яруков пишет. Привет. Привет из Якутии. Ходячих мертвецов смотришь, пишет Рен Джонс. Не, я вообще не смотрю сериалы. Это сериал, по-моему, да? Но я ни разу сериалы не смотрел. Единственный только бразильский смотрел. Это вот «Клон». Когда в детстве еще все, после этого я сериалы не смотрел. Китлин пишет: привет из Самары, Алексей. Привет тебе. Рейки Ран пишет: не парься, все отлично, но все же я надеюсь, что когда-то хотя бы частично вернешь старый формат. Может быть и приду к этому, я не отрицаю, как по настроению вот будет. Вот. Пишешь, как везде, как сам побывал. Да, интересно, конечно, мне тоже надо нравится, но сейчас, говорю, технически я не могу на зеркалку это снимать, а вот экшн камеры нет. И телефона у меня нормального нет, и поэтому пока этого не будет, наверное. Синхотрон пишет: включай комментарии под видео, хоть поржем и просмотры взлетят. Ну, вы-то поржете, а мне потом сидеть и думать, как этому черту отомстить, да? Вот такие вы хитрые вообще, вы-то поржете. А я потом буду там показательные суды делать, да, как я раньше делал. Всякие там... А, Иваныч, привет, Кисляков. Я перепутал, короче. Извини. Вот, а мне потом ругаться с ними, потому что я как бы не могу, знаете, относиться к этому. Я отношусь как к личному, то есть, если мне пишут, я не понимаю, люди часто даже свои рожи показать не могут, а что-то пишут, ну, что-то там доказывают, что я там из себя кого-то строю, какие-то ложные, свои представления какие-то на меня вешают. И вот меня это больше всего раздражает, то есть, я не понимаю, кому какая нафиг разница, что я там делаю, как снимаю, ну, то есть, там можно посоветовать, я не против этого, но что-то пишут, что я вообще неправильно живу и в каком-то неправильном направлении иду. И еще таким тоном, что они как будто самые умные. Я не знаю, от чего это у них такие мысли идут. Может от зависти, может от чего, я не пойму. Мне это непонятно, не понять, надеюсь, никогда. Вот.
Ну, я с ними не общался, с этими людьми, но бывают такие попадаются. Поэтому комментарии я открывать точно не буду. Все, я спокойнее жить стал. Просто вот реально нервно. Настя знает, я просто как иногда на это переживал из-за этого всего. Сейчас, ладно, хоть в дороге как-то проще к этому относишься, потому что просто не до них едешь, то есть все сосредоточение на дороге, и так проще. Вот, поэтому комментарии пока будут открыты. Вот. Пермь с вами, бродяга. Я тоже с вами. В Перми, правда, не был, все мимо проехал. Чувашские Сугута, Горбунов, привет, Дмитрий. Батаревскому району. Сурмарскому району привет. О, Горыныч, привет. Спасибо за поддержку. Вообще большое спасибо. Вот. Салам большой. Так, Китлин пишет, сайт, кстати, очень классный получился. Ну, спасибо, я столько зимних бессонных ночей сидел, делал, делал. Вот, наконец, более-менее сделал. Столько всего перебрал. На самом деле сайт, конечно, не так сложно делать, как кажется. Это не обязательно знать программный код, но какие-то азы надо знать. Потому что можно взять шаблоны те же и их менять. И вот именно это изменение, как ты хочешь, чтобы был сайт, вот это сложно. Потому что как бы хочется изменить все под себя сделать, и там не просто получается. Так, привет Ядрину. Побольше бы информации в Инстаграм. Ну, все на сайте, ребят. Мне сложно это все дублировать. Так только сторисы можно иногда делать. Так, пользуешься ли системой гидрации? Если да, какие ощущения? Да, у нас есть этот гидробочка, как ее там назвать? Гидратор, вот. Только пользуется сейчас Настя, но нам его подарили. Гидратор вместе с рюкзаком. Вот, гидратор, ну, прикольная вещь, кстати, скажу. Мне нравится. Настя вот вообще довольна с гидратором ездит. То есть можно на ходу пить. Вот, в принципе, советую, как бы интересная штука попробовать. Total Web пишет, салам. Никита, может быть, не придумывать экшен, а придумать сценарий какой-нибудь. Ну, знаешь, видео у меня там, ну, если ты говоришь про этот сценарий, я-то снимаю все, что как жизнь. То есть у нас жизнь сама пишет сценарий. Вот. Зачитывать в постах это по настроению, честно говоря, потому что не всегда есть возможность нормально все это записать. Фильмы делаю, ну, вот получается иногда наспех. Вот. Но я стараюсь, да, голос записывать, это знаю. Вот сейчас следующий фильм вот буду так делать. Вот. Саргантюк пишет, вы крутые, видел, как ты проезжал часть нашего маршрута в Монголии, мимо Ховда. Да, по Монголии это здорово вообще. Сам скучаю, честно, по Азии. Хотя еду в Европу, но скучаю по Азии, именно по Монголии. Вот это мне места по душе, наверное. Сибирь, Монголия. Может, когда-то и жить там будем, кто его знает. Кирилл Азаренко пишет, насмотрелся видео о твоих путешествиях, бросил работу и совершил в прошлом году свое маленькое велопутешествие. Спасибо, ты изменил мое мировосприятие. Не за что, Кирилл. Тебе спасибо. Приятно слышать, что я изменил чье-то восприятие. Ну, часто мне пишут такие сообщения, это приятно на самом деле. Вот. Но это маленький вклад, просто живу я, что там делаю, как бы не стараюсь ничего сделать. Ну, очень здорово, что мы вдохновляем друг друга. И часто и меня вдохновил этим сообщением, значит, все в верном направлении движемся. А так мы можем это узнать только своим сердцем, своим стремлением. Вот. Ниоткуда это не узнаешь. Только вот отсюда. Так, что там пишут? Так,
чем занимаешься в Питере, чем занимаемся? Честно говоря, сейчас так сидим, вот в Эрмитаж хотели пойти, но с Аей немножко проблематично, она может заорать, и как бы вход там не дешевый все-таки, и хочется пойти и посмотреть там все досконально, ну не досконально, но вдумчиво. С Аей немножко тяжело, поэтому вот сейчас надо нам найти какой-то момент удобный, чтобы она была спокойная, вот, и посмотреть. Вот, потому что ей-то тяжело там по 3-4 часа, если находиться, это вообще тяжко будет. Пишут, Диметриус, ты как-то писал, что сомневаешься, нужен ли тебе Брукс. По собственному опыту, это вещь. Пока не попробуешь, не поймешь. Очень удобная штука на дальниках. Наверное, я не знаю. Честно, Брукс не пробовал. И как-то покупать я его не буду. Он все-таки не дешевый, там 10 тысяч стоит, да, там сколько. И если мне кто-то даст погонять его, я попробую, наверное. Ну, испытаю. Но так я его покупать не буду, не знаю, что это, просто по чьим-то словам. Честно, я от своей сидушки не жалуюсь. Это, как она у меня там? Well, забыл. Не жалуюсь от сидушки, никаких проблем нету. То есть, если я не жалуюсь на сидушку, значит мне, наверное, ничего не надо. Если бы я жаловался на нее, я не знаю, куда лучше, в принципе. Вот раньше ездил на стоковой GT-шке, да, это был ужас, мне не было с чем сравнить. Я всяких дебильных форумов начитаешься, думаешь, о, это мягкое нельзя. На самом деле у меня сейчас мягкая сидушка, и я думаю, идиот, зачем я ездил на жесткой, читал какие-то форумы, каких-то псевдоспециалистов, которые больше болтают, чем ездят вообще, видимо. Вот, и... То есть это надо под свою жопу методом присядки, короче, испытывать просто, какая тебе сидушка нужна, и на дальней дистанции ездить. Вот, мне эту сидушку подарили как раз во Владивостоке, и я бы Азию, наверное, не проехал бы, если бы у меня ее не было. Я бы, наверное, заныл где-нибудь, вообще бы... Ох, в общем, такая эта тема. Вот. Переживали за вас после пропажи на несколько дней в Вологодских лесах. Неужели там совсем глушь? Пишет Мамон. Да, Вологодские леса. Вообще, честно говоря, здесь от Москвы-то недалеко все. В радиусе 500 километров, можно сказать. Но места очень дикие, наверное. Я даже в Сибири такого не находил. И заброшеннее, наверное, чем в Сибири даже. Вот. А связи реально у нас не было. Мы ехали по лесам там 3 дня просто вообще. И отдыхали от интернета. Очень даже, кстати, это все было. От интернета надо отдыхать. Даже в дороге иногда. От постов. Вечером не в интернете сидишь, а ну, сидишь только в телефоне и сосредотачиваешься на создании поста на сайте. Вот. Варьялмары пишет. Вирьялмары. Побольше видео про интересных людей в Чувашии, таких, например, как художника Георгия Фомерякова. Согласен, но это должен снимать уже кто-то другой. А так я за. Вот. Ну тогда я снимал про дядю Герата, мой дядя, получается, троюродный. Вот мы приехали к нему в гости, вот я так снял на экшн камеру. Чё мог. Так, Денис Солдатов пишет. Какие были впечатления, когда ты увидел мертвую анаконду? Ну, в принципе, там все мои эмоции были на видео, то есть... Ну, конечно, немножко неприятно, что думаешь, как в палатке вот так лежать, что это где-то все рядом ползает, в принципе. Вот, но потом забываешь об этом, спать хочешь и спишь. Вот, поэтому, а там все эмоции мои на лице были написаны. Тимрюку привет. Кручу педали. Алексей Алексин. Диметриус пишет, я сайты разрабатываю, поэтому я люблю с нуля писать кодом. Ну, это понятно, чё ж. Это, на это надо времени столько потратить, чтобы код в этот выучить. Еще, ну, хотя базы какие-то. Поэтому, вот. Поэтому это здорово, что умеешь. У вас, пишет Стас Милунов, белой ночью, а у вас темнее, да? Это с Чебоксар, наверное, пишешь. Здесь, да, в принципе, ну как белые ночи, я думал, что они белее будут.
В принципе, время-то еще 30 число от солнцестояния-то летнего. Я думал, потемнее представлял. Ой, посветлее представлял. Ну, в принципе. Но светлее, чем у нас в Чебоксарах-то в любом случае. Малик Ковальский пишет. Привет из Алматы. Я что-то пропустил, видимо. Фамилию сменил. Раньше был Никита Васильев, теперь Тинче. Добрых людей на пути. Да, Малик, у нас фамилия Тинче. Это я поменял еще в мае прошлого года. То есть больше года мы уже официально фамилия Тинче. Вот, для тех, кто не знает, Тинче это по-чувашски значит мир, вселенная, страна, то есть такое все всеобъемлющее, большое, то есть связанное с моей деятельностью. Вот, и решил взять. Давно я это хотел, и вот перед рождением дочери я поменял, чтобы у нас уже семья была Тинче. Вот, это я сделал осознанно, то есть давно хотел. И это такой бонус чувашскому народу, то есть для сохранения идентичности чувашской. Вот, поэтому... И такой пример для других чувашей, что фамилию тоже можно поменять. Ну, как мы знаем, все чуваши, фамилии это Петров, Иванов, Васильев, Сидоров. Все производно от имен в связи с крещением чувашей, там, насильным, ненасильным, это другой вопрос уже. Как бы чуваши не особо были рады от крещения. Вот, и все фамилии, вот Васю крестили, ой, крестили он какого-нибудь там Юмана, назвали его Васей, вот от него пошли, и все его дети будут Васильевы, грубо говоря. То есть эти фамилии ничего не значат, вот, я решил для своих потомков оставить такой хотя бы маленький след, чтобы они знали, откуда их предки, откуда их дедушка, что, чем занимался их дедушка. То есть вот так вот я решил. Вот, и сейчас мы очень счастливы. Семья Тинче. Вот. Так что Казахстану привет. Когда я говорил про экшен, имел в виду не специально что-то придумать. Просто того кочевья видео были живые, были местные жители, общение с ними и тому подобное. Пишет Диметриус. Согласен, да. Ну, видишь, мы сейчас только поехали. Я еще зеркалку пока только осваиваюсь по съемке видео. Какие-то новые наметки. Просто смотри, путешествие с ребенком сейчас, это оно немножко другое, честно. Не все можно воплотить, что хочешь, потому что мы едем, пока ребенок спит. То есть это 2 часа утром, 2 часа днем. И все, мы встаем. То есть, если я останавливаюсь, пока она спит, она может проснуться, и мы никуда не поедем. Например, я хочу что-то снять, вот прикольная штука, но меня останавливает вот это, и приходится ехать дальше, понимаешь, вот чисто технический вопрос. Поэтому видео я не могу так прям снимать, вот что хочу. Я даже фотографироваться. Вот мы 2 часа вот чисто без остановки едем. По 30 километров, если позволяет дорога, погода. 30 километров без остановки. Я даже когда один ездил, то я каждые 10 километров останавливался. А теперь я груз такой тащу, то есть такую тяжесть, и я по 30 километров могу сейчас проехать. Ну, в принципе, уже привык. Поэтому в плане съемки, видишь, я не могу так прям углубляться в съемку видео теперь. Ну, просто технически не получается. Вот. Ну, тем более еще мы сейчас в России. На самом деле тут ничего такого интересного у нас не происходит. Лично для меня, потому что я Россию уже объездил. Вот мы сейчас в Санкт-Петербурге от Питера до Владивостока и все объездил. И как бы для меня ничего нового нету сейчас. Оно все классное, но ничего нового нет. И поэтому не так интересно. Вот сейчас мы приедем в Европу, например, и в Европе будет уже интересно для нас. Для меня это новый мир, и съемка будет интересней. То есть какие-то детали, я там вообще, наверное, буду без конца снимать поначалу. Вот. Поэтому, ребят, подождите еще. Просто это вот еще все идет. Вот. Владимир Никишов пишет. Удачи тебе, Свурнар. Привет огромный. Мы с вами. Привет Вурнарам. Какие технические проблемы с велосипедом были за этот период? Что изменилось больше всего, пишет Валерьяныч. Так, честно, вот за эти 1500 километров вообще никаких проблем не было.
все, слава богу, отлично. То есть вообще золотые велосипеды даже вообще в ушатном состоянии могут ехать. И, честно, я поражаюсь своим велосипедом, вот моему, Настину. Через какие они дороги даже за эти 1500 километров прошли, и все, слава богу, нормально. Вот. А так вот, в принципе, все нормально. Вот сейчас Насте всю систему, ходовку, короче, всю надо менять. Вот. Диметриус пишет, не надо менять сидушку, если она нравится. На Брукс свет клином не сошелся. У меня есть друг на каком-то итальянском седле, ездит по многу, доволен. Поэтому, видишь, как бы Брукс не Брукс. Если человек доволен, в принципе, комфортно по многу ездит, то вообще не надо менять, я думаю. Если что-то не нравится, неудобно, конечно, нужно экспериментировать, брать. Вот. Александр Федоров пишет, никогда не думал о электровелосипеде. Даже обычный можно модифицировать. Не думал никогда об электровелосипеде. Не хочу я на электровелосипед садиться. Это уже не велосипед, я считаю. Все-таки надо на своей мускульной силе ехать. И, во-первых, электровелосипед это проблематично заряжать. Опять же, это ты становишься зависимый от розетки уже. А это минус. Я люблю свободу. А то, что ограничивает мою свободу, я не особо люблю. Ну, не люблю. Вот, электровелосипед будет ограничивать мою свободу в каком-то плане. Вот представляешь, закончится у тебя электричество, заряд, а вот заряжать негде, и вот и что делать? И вот этот груз вести, что ли? Поэтому нет, для кочевого образа жизни электровелосипед это вообще не вариант. Для каких-то перегонов это пойдет, но не для кочевья. Так. Диметриус пишет, колено я посадил, когда в ажиотаже на большой передаче погнал в горку без воды. Так что каденс соблюдать обязательно и пить необходимо. А так до болячки я старался ездить почти каждый день 60 километров. Да, все такие, из-за таких проблем, вот, то есть человек вкручивает, вот, Рома Андреев, ведь знаете, путешественник-то наш чувашский тоже. Вот он тоже с коленями, у него такая проблема из-за этого и была. То есть он вкручивал на больших передачах и вкрутил, вот он говорит, от этого у него и проблемы с коленями пошли. Вот он приехал, поэтому так нельзя делать. Так, Александр Руднев что-то отправлял и удалил. Шарам-бурум-бурум пишет. Шарам-мамма-бурум. Зря комментарий закрыл везде. Чем больше дискуссий, тем лучше. Сразу просмотры и популярность повысится. Да, я думаю, что мне нафиг эта популярность не нужна. Шарам-бурум-бурум. Кому надо, тот меня найдет. А там на комментариях, на срачах мне всякое, я говорю, уже рассказывал про эти комментарии. Мне не особо это все приятно. Кому надо, что напишет, пускай мне в личку пишет. Все. Мне спокойней так. Александр Руднев пишет, но ты все же подумай, то путешествие смотрелось по-живому. Это то, за что мы тебя полюбили. Хорошо, подумаем. Полюбите и за это, ребят. Вот. Но если что, пересматривайте, я там 136 серий снял, можете пересмотреть прям кругами. Там уже забудется то, что в начале были. Там на сколько суток я там наснимал, это вообще. Так, живу рядом с городом Тихвин. Как тебе Ленинградская область? Так, сейчас я отвечу как раз, вот пишет Мамон. Рейтинг дорог огласи, плиз. Это я как раз сейчас все вместе. В Ленинградской области, в принципе, хорошие дороги. Вот, в Тихвин мы заезжали мимо, проезжали. Вот, нам понравилось. В принципе, люди здесь такие более какие-то культурные, что ли сказать, более вежливые, наверное, люди. Вот. И, в принципе, общаешься с людьми, мне приятно. То есть, диковатости такой нету. Хотя везде нормальные люди, в целом, процент.
Ведь главное, что на душе. Человек-то может быть вежливый, да, но у него может говно в душе быть. Это не зависит от этого. Но в целом тут как-то вежливо все общаются. Мне это нравилось. Ну, нравится. Вот. Рейтинг дорог я как раз пишу в посте. Ну вот я сразу скажу. Самые худшие дороги это в Ярославской области были. Самые худшие. При том, что регион в принципе благополучно относительно тех, которые мы видели. Вот. Вот, например, противоположность это Нижегородская область. Регион запустелый, вот тот север Нижегородской области, где по лесам ездили, там заброшенные деревни, но дороги хорошие. Вот. А остальные, в принципе, все посредственно. Ну вот Ленобласть, Ленинградская область, тоже неплохие дороги, нам понравилось. Вот. А так вот в Нижегородской, на удивление, при заброшенных дорогах хороший асфальт. Ой, при заброшенных деревнях хороший асфальт. Вот, и что тут сказать еще? В принципе, вы в посте все почитаете, там я завтра, может, опубликую, может, даже сегодня. Вот. Как родители отнеслись на смену фамилии? Наверное, очень огорчились, пишет Артур Егоров. Абсолютно не огорчились. Опять же, я скажу, это ж фамилия таких вот полчувашей ходит. Она ничего не значит абсолютно. Вот что, вот, ну, была бы у меня Васильев. Ну, например, я просто представляю на месте отца. Вот был бы я Васильев, у меня сын захотел бы изменить. Я бы, наверное, никак бы вообще... Ну, то есть, если он хочет, почему бы и нет? То есть, потому что эта фамилия, ну, никак не наработанная. То есть, понятно, там и ничего не значащее. То есть, Васильевых много, и ничего такого. Вот. Вот если мои дети когда-нибудь там захотят от Тинче поменять, например, да, я бы обиделся, конечно, потому что эта фамилия уже наработанная, намоленная, так скажем, вот. Поэтому никто не огорчился. То есть, и я поменял ее не из-за того, что я там с родителями как-то не лажу, например. Ну, или там разорвал отношения. Ничего подобного. То есть, все так нормально, короче. Надежда Осева пишет, у нас в Татарстане моей родной чувашской деревне фамилия Ендуганов, Идиряков, Ильдулов, Ильдиряков. Вот, истинные чувашские фамилии пишет. Согласен. То есть там сохранились еще от чувашских слов, чувашских имен. Ну, в Татарстане молодцы, потому что в Татарстан, Башкирию в основном уходили-то люди от крещения, чуваши. Чуваши очень свободолюбивый народ на самом деле. Как мы вот привыкли думать, что чуваши как в нынешнем положении как рабы, честно говоря, да? Ну, как и вся Россия, которая ездит на заработки в Москву и как в рабском каком-то положении. На самом деле чуваши очень пассионарный народ был когда-то. То есть это булгары, сувары, племена. То есть была своя государственность, но потом монголы все-таки с пятого раза нас, какого там битва-то была, расфигачили, и чувашам пришлось уйти в леса. То есть и за все эти годы вот, до нынешнего времени всех активных чувашей, свободолюбивых, всех вешали, расстреливали, как и всех в России, в принципе. Это не важно, к какому народу относится. То есть вся история вот так вот. И пассионарность упала. То есть привыкли думать. А вот чуваши все время уходили, так и в Сибирь ушли. Вот. Много людей туда уходило, именно от власти. От беззакония, Поповского, там, этих, как еще. В общем, свобода для чуваши была превыше всего. Вот. А сейчас привыкли думать, что чуваши это покорный народ, спокойный. Но я думаю, что это не так. Просто это уже стереотип сложился. На самом деле чуваши вполне были активны. Вот. А я сейчас не, такой ненормальный чуваш получается. Я такой свободолюбивый. Вот. Так. Горыныч пишет. Я лично фамилии смотрел, сейчас Егоров. Ранее линия была Купцов. Видимо, прадед изначально чем-то занимался, скорее всего, торговлей, так и дали эту фамилию. Ну да, фамилии даются, как бы раньше давали. Если не брать это крещение, то, конечно, по делу, по занятию человека давали. То есть где-то прозвище, клички, вот у чувашей такое было. То есть какую заслужишь, такую и получишь. Вот. Сейчас этого нет.
То есть вот. Поэтому я чувашам говорю, разбирайте фамилии, пока есть. Я первый начал. Разбирайте, потом все разберут, взять нечего будет. Так. Джон Дой пишет, почему ты блокируешь сообщения под своими видео? Я не блокирую, я просто комментарии вообще закрыл. То есть я ничего не блокирую. Александр пишет, так ты и так зависимый от еды, сна. Разве электровелосипед так в тягость? Ну, извини, еще одной тягостью это как бы разные потребности. Это природные, физиологические. А электровелосипед это не физиологическая потребность. Я, конечно, понимаю тебя, это прикольная вещь, но не знаю, я пока бы не стал его ставить. Вот. Сергеюшкин пишет, вы в Чебах на Финской долине жили? Видал пару раз жену с ребенком. Тебя так и не встретил. Да, мы на Финской долине жили. Вот, раньше я жил на Афанасьево, то есть все детство провел на улице Афанасьева. Потом вот переехали на Финскую долину, то есть моя мама. Вот, и сейчас живем на Финской долине. И теперь как-то для меня родной район от Финская долина стал. И скучаю даже сейчас. Чёрч педали пишет. Кручу педали, точнее. Сколько раз в день кушаете в дороге? В дороге мы кушаем 2 раза, наверное. Да, 2 раза. Это днем. То есть как вот режим дня у нас. Мы просыпаемся, собираемся, что-то там перекусим, что с вечера осталось, и едем. А я засыпаю, тут 2 часа мы едем, встаем на обед, вот, и мы готовим, кушаем, чуть-чуть там отдыхаем, потом Ая опять хочет спать, мы опять в дорогу, Ая спит, приезжаем, все, и на вечер встаем. То есть за это время 50 километров проезжаем за 2 присеста и вечером кушаем. 2 раза. То есть... Что именно я делал с велосипедами перед дорогой? Что-то менял, настраивал. Со своими я ничего не менял. То есть он у меня как с чувашского путешествия еще с прошлогоднего, как ездил, так и еду. Вот, с Настином я менял все троса, рубашки, переключатели и тормозов. Все, больше я ничего не менял, потому что у нас денег уже не было. И вот по минимуму что сделал, то сделал. Вот, а сейчас уже все надо менять Насте, то есть всю ходовку, как говорю, цепь, кассету, систему. Вот, поэтому, ребят, еще раз про донат скажу, что кому кто захочет поддержать, можете нас поддержать. Вот, и нам сейчас как раз нужно менять вот ТО моего, Настиного проводить. Сейчас нам, к сожалению, приходится докупать всю снарягу. Кто читал мои посты, знает, что нас там с администрации там хотела нас поддержать, короче, но что-то так все обещаниями кормило, мы плюнули на них. Вот, мы думали, что они, может, со снаряжением нам каким-то помогут. Вот. То есть все своими силами пришлось. Вот мы сейчас спальник купили, куртки нам пришлось купить. Все деньги, короче, потратить. Вот. И поэтому ваша поддержка будет кстати. То есть, потому что сейчас вот в Финляндию мы поедем. В Финляндии-то лучше же здесь дома менять, чем в Финляндии. Я сомневаюсь, что там будут цены дешевые. Нет, конечно. То есть уровень жизни выше, соответственно, и цены выше. Поэтому лучше нам сейчас все здесь делать с велосипедами и в Европу поехать свежими, отремонтированными. Вот. И примерно на это нужно, 1015 нам сейчас. То есть и докупить кое-какое снаряжение, сумки передние для Насти. Вот. Всю ходовку, наверное, и мне может поменять, но я просто не знаю. Пока вроде едет нормально, но это недолго еще будет. Чувствую, скоро надо будет менять. Но Насте точно надо все кассеты, цепь, систему поменять. Мы вообще планировали в дорогу, что Насте новый велосипед, более дорожная рама, то есть у нее рама немножко там М-ка, как-то она маловато немножко для дороги, я думаю. Но ничего, вроде едем. В идеале хотим там поменять ей вилку, то есть на ригидную поставить, как у меня, потому что эта вилка лишний вес у нее, она толком не работает. Вот. Но это посмотрим, это уже когда у нас позволят там финансы, так скажем, на это все это. Так. Артур Егоров пишет, сейчас я прочитаю. Ух, вы там написали уже я. Артур Егоров пишет.
Реально, видюхи, наверное, такие качественные, но такие скучные. Тут уже отметили, что тебя полюбили из-за таких видео, которые ты снимал в Азии. Не очень реально. Сними живое видео, как ты снимал. Ну, что тебе сказать, Артур-то? Что сказать? Ну, скучные, что поделать? Я, конечно, понимаю, вы привыкли там, экшены все там, вау, вау, вау. Ну, вот извини, вот если тебе скучно, я что могу поделать? То есть, значит, не подходит тебе. Вот. Я как бы подстраиваться, понимаешь, всем не угодишь, я не могу всем как снимать. Я, как мне нравится поэтому. Ну вот, может, привыкнешь. Это, понимаешь, еще съемка зависит от твоего настроения, как ты на все это к этому относишься. Вот есть хорошее настроение, сразу там снимаешь что-то. Просто интересно, когда в дороге вот снимаешь. Скорее всего, не настроение даже, а то, что интересно. Вот, что-то новое. Вот. Александр Иванов пишет, а когда чувашам начали давать русские фамилии? Ну, это, наверное, 18 век где-то, когда вот это Иванов, все производно от имен. Ведь эти имена-то это тоже не русские, так это как греческие, там все скрещение. То есть русская культура, она такая всевмещающая от всех народов. Как говорится, русский это состояние души, наверное. Вот. Там же много и от как их, скандинавских народов. Это смешение всего просто. Ну, как и любой народ, в принципе, формируется от смешения всех. То есть народ замкнутых народов практически нет. Есть, которые долго замкнуты, живут где-то в горах, которые ни с кем там не скрещиваются. А в основном, как это, этногенез называется. Вот, это такая штука. Да, эта природа вообще как-то не заходит. Ну, что поделать тогда. Сергей Киселев пишет, электровелосипед нереален для туризма, я сам на нем езжу, есть расстояние, где нет возможности зарядиться. Та же Сибирь, Монголия. Я не говорю о весе велосипеда, который становится тяжелый. Поломки. Ой, ой, Сергей тут написал. Еще. Про поломки зарядных устройств и электрики на электровелосипеде отдельная тема. Если что-то сломается, где в степи и т.д., то будете это аккумулятор кучу всего таскать впустую. Электровелосипед этот уровень черты города. 50 километров туда, 50 километров обратно. Я ездил на нем из Питера в Ярославль, обратно 1400 километров за 6 дней, но очень тяжело. Всегда надо считать расстояние от розетки до розетки и молиться, чтобы ничего не сгорело и не вышло из строя. Антон К. пишет, да фигня эти электровелосипеды. Вот кто пишет, пусть сам отправится путешествовать и нам покажет, как это на электровелосипеде. Точно, я согласен. Вот. Саня Шурик пишет, салам Никит, салам, салам. Евгений пишет, ты стал снимать полную лажу, снимай как раньше. Ока. Мамон пишет, у Насти покрышки какие? Внедорожные, по-моему, не годятся. Не, у Насти полуслики, Land Cruiser, то есть хорошие покрышки, у нее это хорошая покрышка, то есть с бороздой, это полуслик, вполне хорошие покрышки. Это еще брали в Новосибирске, поэтому никаких проблем, мамон, нет. Все говорят, что видео ни о чем, задумайся над этим, пишет Дмитроченко Евгений. Да, точно. Интересно, когда ты снимаешь ваш быт в путешествии, контакты с людьми в путешествии. Согласен, но у нас, видишь, это, контактов с людьми вообще мало. Вот мы по России ехали, вот за эти 36 дней очень мало контактов, просто вообще мало. А сами на контакт мы не особо выходим, что нам приключения искать, там по деревням ходить-то тоже. Вот. Так, Евгений Дмитриевич пишет, красавчик, очень поддерживаю. Вот только не влияет ли на мужское здоровье? Тебе честно скажу, велопутешествие влияет только в положительную сторону на мужское здоровье. Вот. То есть, я, конечно, шучу, Насте говорю, что это вторую жену, если что, возьму, она говорит, не слышит. Вот. Но это, конечно, шутки. Вот, так что, Евгений, все нормально. Так, поддержу Евгения. Возможно, эти видео для полнометражного фильма, что крутит по чувашскому телевидению. Но уж все же ждем от вас качественного живого видео. Ладно, ребят,
Я приму. Ребята скоро в Финляндию приедут, и будет интереснее. Напишет Надежда Осипова. Ну, надеюсь. Надеюсь. Вот. Педали, спасибо тебе за 100 рублей. О, Антон Ерошкин пишет. Привет с Ёшки. Привет, Антоха. Рад тебя видеть. Так, можешь Настю позвать вообще? Вот. Вопросы вроде все уже исчерпаны. Сейчас я посмотрю, может она... О, кстати, потемнело, да, вроде? Резко так. Не, Настя пока не может. Вот. Поэтому еще с вами посидим. Время у нас есть, а то в прямой эфир-то мы редко выходим. Честно, у меня вообще желания не было в прямой эфир выходить, с кем-то общаться. Вот. Честно скажу, когда путешествуешь с семьей, общаться как-то вообще ни с кем не хочется, потому что ты в своей семье, и общения хватает нормально. То есть мы с Настей родственные души. Вот. Вот. Мамон, вот честно скажу, экшн-камера потерялась у нас в путешествии. Видимо, она не так и нужна. Вот потерялась вообще. Вот как так? Жалко, конечно. Но что поделать? Ну, значит, не так нужна просто. Не, Никита, не у Насти уже. Потеряли мы ее. У Насти есть телефон, конечно, можно на телефон снимать. Но на телефон не так удобно. Но можно при желании, наверное. Артур пишет, когда въедете в Финляндию. В Финляндию мы въедем на следующей неделе, наверное, в конце или через неделю. Вот. С интернетом, честно, не знаю, как будет. Там то ли симку покупать европейскую, я не знаю. Наверное, будем Wi-Fi искать. Что нам симку покупать, зачем? Вот. Будем по возможности все время на связь. Неизвестный человек пишет, в поездках употребляете спиртное. Ну, Настя вообще не пьет, она никогда в жизни не пила, например. Я могу где-то выпить хорошего пива. То есть, если я где-то приезжаю и где-то мне советуют местное пиво. Ну, я же из Чебоксара, у нас же букет Чуваши, у нас же хлебный, ой, пивной край был когда-то, честно. И как все-таки интересно попробовать пиво хорошее или вино. Вот вино я люблю, честно говоря, опять же, домашнее. Но его мало где найдешь. Если бы я был бы дома, я бы сейчас бы делал вино бы сам из ягод, из вишни. Но такого нет. То есть я ценитель, в принципе, хорошего алкоголя. Но, честно, я уже давно ничего не пробовал. То есть пиво, видимо, хорошего мне нигде не советовали. Но, опять же, главное правило. Главное знать, где, с кем и что. Вот. А пока такого не совпадает еще у меня ничего. То есть это редко бывает. Ну, купит, если будешь снимать опять, мамон пишет. Ну, не знаю, когда купит. Очень приятно тебя видеть живую, общаться с тобой. Почаще выходи, Свет, обращайся с нами. Хорошо, Александр, будем стараться. Будем стараться. Спасибо. Рекс ТВ пишет, лучше, конечно, формат видео, как раньше. Хотя понятно, что это тяжело. Ну, тяжело, не тяжело, как говорю, по настроению, как пойдет вообще. Цепь как часто смазывается, и цепь, и спицы, наверное, часто подтягивается, пишет, кручу педали. Честно, ну, стараюсь. Это, цепь смазываю, наверное, в зависимости от ситуации, какая дорога. Если пыльная дорога, я даже не смазываю, то есть еду. А так примерно, если по хорошей дороге, раз 100 километров смазываю. Спицы вообще не подтягиваем. Я не помню, когда этим занимался, честно говоря. Спиц, ключ для спиц вожу с собой, но не знаю, зачем я этот вест вожу. Ни разу вообще не подтягивал. Вот за сколько там
последних там 5000 километров, наверное. Как думаешь, что лучше взять? 700 на 32 или 700 на 28 слики Швальба на дальнее расстояние? Да не знаю, как-то мне кажется, это не сильно большая разница. И что то будет нормально. Как-то не слишком, не сильно заморачивайся по этому поводу. Если уже слик, то нормально. 32, 30, 28, там не сильно уже будет сопротивление. Если ты, конечно, не едешь там на скорости, я не знаю, бреветы какие-то, когда тебе там надо. Для тебя важны доли секунды. По мне это вообще без разницы. Кстати, финляндское пиво очень вкусное, пишет Артур. Хорошо, посмотрим. Во Вьетнаме и Тае нашел хорошее пиво, спрашивает Сергей. У меня не получилось. Вроде было нормально. Вообще это пивные страны. Вьетнам и Таиланд. Там это культура, по-моему. Там все пьют пиво, то есть со льдом. Все вроде нормальные, довольны. Ну, я пробовал, вроде нормальное было. Вот. Хочется, конечно, нашего чувашского выпить. Домашнего. Вот это настоящее пиво. Сыра, например. Вот. Сейчас у нас в Чувашии, к сожалению, пиво такого уже не делают натурального. Все в порошках. Тот же букет Чувашии. Вот раньше был завод Янтарь у нас. Вот я рядом с ним жил на Афанасьево в Чебоксарах. Вот кто знает, там постоянно пахло хмелем. Прям вот. Ну, тут чувствовал, что там натурально варили. Но это было в 90-х, начало 2000-х. Наверное, он закрылся уже в начале 2000-х. Вот. И очень жалко, что хорошие заводы, они не выдерживают то ли конкуренции, то ли люди сами любят парашу пить. То есть, почему он закрылся, я так и не понял. Очень жалко. А вот. Контакт или топталки, баран или бабочка, а может прямой с лежаком? Ну, конечно, контакта стопудово вместо топталок. Вот, а баран или бабочка, а прямой с лежаком, мне кажется, кто к чему привык. Я, честно, бабочку вообще ни на что не собираюсь менять. То есть для меня это вообще идеал. Баранка может тоже хорошо, но вот. Вот, но как-то, мне кажется, на вкус и цвет. Поэтому для меня, я с лежаком не ездил, на баранке не ездил, поэтому я буду не объективен, честно говоря. Но бабочку советую стопудово. Это лучше, чем прямой. Вот. Вот, Артур еще спрашивает, в Финляндии куда именно собираетесь? В каких городах хотите побывать? Вот. А после Финляндии куда? В Финляндии мы поедем в Хельсинки, вот ищем сейчас вписку там. После Хельсинки мы поедем на Турку, и там, скорее всего, сядем на теплоход. Не скорее всего, а так и сделаем, до Стокгольма, в Швецию. Потому что нам объезжать этот полуостров, то есть эту воду, очень долго выйдет, чтобы в Швецию ехать. То есть, если через север нам огибать, там этот залив, вот, поэтому мы поедем на пароме. Паром стоит, мы посмотрели, уже 62 евро. Сколько это там в рублях будет? То есть нам это еще надо накопить на них, вот, и поедем вот так вот. Потому что у нас 3 месяца по Европе, опять же говорю, было бы безгранично. Почему для путешественников не сделают так, а? Почему? Что мы там собираемся делать? Мы же там, в общем, это, не понимаю до сих пор этого, а мы ограничены. Никита, Олег Белова пишет. Никита, приветище, видео с кочевья супер. С помощью таких видео начинаешь улавливать красоту вокруг. В мелочах, звуках, которые мы не замечаем. И для всего этого комментарии голосовые не нужны. Согласен с тобой, Оля, спасибо. Спасибо. Я тоже так считаю, потому что, знаете, вокруг в мире столько, не буду слово говорить, болтовни, в общем, ладно, болтовни много, очень много. И я просто не хочу в эту какофонию добавлять еще своих каких-то комментариев. Я просто снимаю, вот, что вижу, что меня вдохновляет. Вот, я говорю, кто понимает, кто этого не понимает. Может, мы просто на разных немножко волнах. Вот, видите, мир меняется, все меняется когда-то, что-то осознается. Поэтому, ребят, я говорю, не обессудьте, говорю, на YouTube еще многие ребят ездят, путешествуют, снимают, сейчас это там в тренде, я не знаю как. Вот, поэтому пусть Восточное кочевье будет уже как легенда, короче, старая, как школа, так скажем. Вот, поэтому спасибо, Оля.
Артем Томин пишет, узнал о тебе из интервью Германа. С тех пор и смотрю. Продолжай снимать. Удачи вашей семье. Спасибо. Герману, кстати, привет передавайте. Герману, как он там живет, я не знаю, давно ему не писал. Вот. Он там выкладывает, по-моему, еще с прошлогодней, да, путешествие. Вот. Ну, дай бог отправиться в путешествие следующее. Как он там у него вообще? Александр Руднев пишет. Да, твоему велосипеду надо памятник поставить. Столько тысяч километров проехал. А то все, говорят, для путешествия только хромоль, алюминий хрупок и быстро накапливают усталость. Ты же доказал обратное. Ну да, рама прошла, конечно, уже 60 тысяч километров, и дай бог еще пройдет. То есть я не собираюсь ее менять. Надеюсь, все нормально будет. Но вот обычный стоковый застрял спорта велосипед. Сейчас, конечно, от него ничего не осталось, но я сам, честно, уважаю свой велосипед. И я думаю, сколько он проехал. Я-то думаю, ладно, что я проехал. Но вот велосипед сколько тянет, сколько каких дорог только не перевидал. Это, боже мой, по всей Евразии. И на самом деле, да, этот велосипед, я сам обалдеваю от него. То есть, и что из него получилось? То есть, все потихонечку, с каждой деталь это история просто, с какой-то местности. Вот. С помощью видео и музыки передают все ощущения человека, пишет Никита Уськов. Это точно. Владимир пишет, удачи в Европе. Если первый раз, то делитесь впечатлениями, своими симпатиями и антипатиями, а также решением всевозможных бытовых проблем. Да, Владимир, так и будем делать. Как бы мне самому это интересно, потому что про Европу я только слышал, там что-то где-то там. И вот мне интересно самому это все посмотреть на своей жизни, то есть со своими мыслями, со своим уже бытом дорожным, просто побывать в Европе, как она примет нас. Вот это все интересно. И, наверное, вам будет тоже интересно, что я буду рассказывать. Вот. Антон Герман вроде пишет, что путешествие последнее, но молодец, для своих лет столько ездит, есть чему стремиться. Согласен. Вот, Герман вообще молодец. Но вот еще наш общий друг, может, вы знаете, это Алексей Костюченко. Это тоже человек, который без рук, без ног путешествует по России, доехал до Владивостока. Вот это вообще, вот это вдохновляющий человек. Это тут просто на него посмотришь и понимаешь, что ты с руками и с ногами тут едешь, какие-то себе проблемы придумываешь, что тебе там сложно, а он там едет без ног, без рук, и даже пальцев-то у него нормально нет. Вы представляете это? Вот. И поставить палат просто бытовые даже вопросы, это как все усложняется. Вот, если кто не знает Алексея Костюченко, вот даже наберите просто в интернете в любом, он снимает, вот, и посмотрите, на самом деле это очень вдохновляющий человек, и мне повезло знать их лично, и Германа, и нас дорога пересекла, мы в Новосибирске, я у Германа и в гостях был в Усть-Каменогорске, потом в Новосибе пересекались, уже троем, вот Костюченко, я и Герман. Вот. И в Екатеринбурге потом мы догнали снова Германа, останавливались у одного человека, поэтому такая ностальгия уже. И я рад, что дорога соединяет нас, хоть и дорог много, но все-таки мы как-то находимся. И вот спасибо вам, ребята, зрителям, тоже подписчикам, кто приглашает в гости, кто смотрит за нами, следит. Это очень приятно. То есть вот так вот. Владимир, хорошо, спасибо. Ссылку сохраним, попробуем, может, напишем. Вот. Павлов Владимир пишет. Матурка Тенже. Спасибо, Павлов. В общем, Настя сейчас с вами пообщается. Я немножко сейчас отдохну, покушаю, а то мы пришли и не ели. А есть вопросы-то ко мне? Нет, вопросов нет тебе сейчас пока, но сейчас они будут. Давай. Так, ладно, привет. Привет всем. Еле-еле усыпила Аю, ну, поэтому могу немножко с вами пообщаться. Так-то мы могли бы с Аей пообщаться, но она, в общем, больше, наверное, будет она говорить, чем мы, если бы она была тут. В общем, привет всем, доброго вечера всем, даже уже, наверное, доброй ночи. Мы, как Никита сказал, в Питере. Тут вообще здорово. Мне, если честно, Питер вообще прям хорошо подходит. Ну, мне нравится очень этот город. Даже вот сейчас находимся в спальном районе, и мне здесь очень хорошо. Вот. Ну, по дороге, конечно, тоже соскучились. Конечно, уже хочется и дальше.
Вот, мы тут уже прогулялись хорошенько по центру, пешочком гуляем, с Аей, хорошо все, в принципе. Вот единственное, только, как Никита сказал, уже в Эрмитаж не сходили, потому что не знаем еще, как это организовать, просто организационные моменты, как она там себя вести будет, как ее там кормить, ну, в общем, такие вещи. Вот, ты подглядываешь. Я смотрела, кстати, весь эфир, так что про вторую жену я там слышала все, что Никита говорил. Вот. Так, Аня, не скучаешь по дому? Настя вообще-то, не Аня. По какому дому? Потому что дом там, где мы теперь, хорошо там, где мы есть. Дом там, где наша палатка, наверное, теперь. У меня, я родилась в Бурятии, вот, и оттуда уже лет, наверное, 6 как уехала. В Новосибирске потом жила 4 года, и потом вот сейчас вот с Никитой вместе. Поэтому, ну, конечно, я не скучаю. Скучаю по местам, по людям, но вернуть ничего бы не хотелось сейчас. Ничего поменять не надо, мне все хорошо, в принципе. Вот сегодня уже задавали такой вопрос, не жалеешь ли ты о том, что ты поехала? Так, тут Александр Руднев пишет, в любом случае, как ты решишь снимать, так и будет. Это ваше путешествие, ваш фильм. Мы вас поддержим и будем смотреть с удовольствием. Спасибо за поддержку, правда, она очень важна в дороге, когда особенно занимаешься творчеством. Ну, это я за Никиту уже отвечаю, потому что я занимаюсь только и, наверное, я хотела тоже творчеством заниматься, но у меня немножко пока не получается вклиниться, ну, более активно вести себя вот в видео. Вот, поэтому поддержка действительно очень важна, очень нужна. Всякие там комментарии вроде «да вы фигней занимаетесь», «да все это неинтересно», это, конечно, не очень приятно, но это ваше право, конечно, тоже говорить свое мнение, нам тоже нужно знать мнение зрителей, вот. Но мне лично очень нравится новый формат видео, он такой расслабляющий, не для напряга мозгов, не для какого-то там самообразования, а просто для погружения в атмосферу, в наш быт, ну, как Никита сказал, уже у нас пока просто быт. Мы да, на самом деле не слишком-то много с людьми общаемся в дороге. У нас очень такой в основном дорога и там палатка. Вот. Ну, поэтому погрузиться в эту атмосферу тишины, в которой мы все это время ехали, ну, через эти видео получится неплохо. Так, я только зашел. Настя, привет. Я так понимаю, вы в Литву не приедете. Ну, видимо, не в этот раз, потому что все-таки мы решили Скандинавию больше занять, больше проехать. Вот, если бы у нас было хотя бы 2 раза по 3 месяца, 2 въезда, мы бы, может быть, и попробовали бы рвануть через Прибалтику, потом оттуда уже, наоборот, в Скандинавию. Ну, пока у нас только 3 месяца, поэтому мы решили, ну, максимально, наверное, по западу пока проехать. Потом посмотрим, как будет. Не знаю, после 3 месяцев, пока у нас планов нет, есть предположение, план А, план Б. Вот. Там сейчас все съешь, ничего не оставишь. Вот. Из планов А у нас там зимовка где-то на юге. Так, Настя, извини. Да ничего страшного. Аня, так Аня, у тебя тоже хорошее имя. Не скучаешь по родителям? Они были в Чувашии? Нет, родители не были в Чувашии. Может быть... папа был. Кстати, да, папа же у меня в Чебоксарах был. Да, давно, правда, еще, и когда еще в командировку в молодости ездил. Скучаю, конечно, по родителям, но сейчас хороший прогресс у нас есть, в общем, эти, как там, плоды прогресса. Я им недавно установила WhatsApp, так прям радуюсь. Родители, наконец-то, у меня теперь с WhatsApp, мы теперь можем по видео нормально общаться, так что с родителями общаемся. Салам, семье Тинче. С нетерпением жду ваших новых видео из Европы, местный быт, как будут вас принимать местное население, как вы будете с ними общаться, достопримечательности местные. Сами с нетерпением ждем этого всего местного быта. Мы уже думаем, какую мы будем еду, как мы будем без кваса, гречки и кефира жить, потому что это в основном основа нашего рациона сейчас. Как мы будем общаться, потому что с английским вроде как бы типа вроде неплохо, но на практике получается, что все-таки сложно, наверное. Ну, я надеюсь, что... Ну, Никита говорит, что все несложно, он языками жестов уже привык общаться. После Думаю, Китая что... это вообще все. Да, наверное, языковой барьер, может быть, даже какой-то все равно должен быть. Но я надеюсь, я очень надеюсь, за эти 3 месяца мне удастся как-то быстро потянуть английский язык. Если что, там, Google переводчик в помощь или какой-нибудь офлайн переводчик.
Так, привет, Никита, где нашел такую умницу красавец? Слышал где-то на велокачеве, тоже ищу, устал очень. Никита, давай тебе вопрос. Я тоже долго-долго искал такую красавицу, Все съел. умницу. Вот, и что сказать? Ну, Никита вообще-то меня не нашел и не искал, я сама его Да, нашла. она меня сама нашла, меня такого умного и красивого. Вот так надо отвечать. Я работала на радио «Комсомольская правда» в Новосибирске, точнее, просто в «Комсомольской правде», писала о нем новости. Мне там сказали, чтобы я написала про путешественника, который приехал в Новосибирск на велосипеде. Вот, и все, так и получилось, так познакомилась, и потом только через год мы встретились, когда он уже обратно через всю Азию проехал, в Новосибирск заехал, меня с собой забрал. Вот, устал, а чё устал-то, одному тоже хорошо, да, Никит? Было же круто, по-моему. Нет, честно скажу, семьей лучше путешествовать. Одному вообще легко на самом деле. Вот вообще фигня была. Вот ездишь куда хочешь, а сейчас вот интереснее ездить. С Аечкой, с Настей. То есть это такая... Как вначале кажется, что это сложно все, но на самом деле я сложности люблю, трудности. Вот, сквозь тернии к звездам. Мгм. Ну да, нам весело, сейчас втроем веселее, сейчас думаем вообще, что мы делали раньше без Аи, вообще просто, не знаю, времени свободного вагонище, а что делали, не знаем. Сейчас тоже свободное время есть. Так, Настя, привет. Как вас родители отпустили в такое приключение? Ну, популярный вопрос, мамон, на самом деле. И родители не отпускали. Я просто жила же от них отдельно давно. Просто я их перед фактом поставила, что вот мы едем. И сначала, конечно, вопросов было много, потому что все-таки это далеко не стандартное решение. Но потом как бы все равно поняли, что это будет в любом случае, я поеду, меня не отговорить. И я им сказала, что вот Никита, он уже проехал там 4 года уже в дороге, проехал много-много-много стран. Что может там произойти с ним? Опытный человек. Ну, в любом случае, я не одна. Вот. Так, я тут пропустила уже. Алексей Костюченко вроде в ВК, да, сильный мужик. Да, Алексей Костюченко вот я лично не встречала, но, к сожалению, я не смогла с ним повидаться тогда в Новосибирске, но мы с ним переписываемся иногда, очень, правда, классный человек, с ним общаться легко. Он такой постоянно на позитиве. Да, классно. Найдите его ВКонтакте, подпишитесь. Это прям рекомендую, потому что человек, который вот увидишь его и поймешь, какой он счастливый, а ты еще счастливее. Так, в Петергоф съездите и Пушкин, Екатерининский парк, кроме того, что есть в самом городе. Петергоф, Пушкин мы почему-то мимо проехали. Но мы сильно хотели уже в Питер заехать, поэтому мимо Пушкина проехали. Не, видите, сейчас мы с семьей как бы не очень мобильные. Ну да. Мы не можем как одиночку, вот вдвоем даже куда-то поехать лишний раз, какой-то крюк сделать. Нам это немножко проблематично, нам Ая все задает темп, и нам как бы мы едем строго по маршруту и от точки, ну не строго по маршруту, конечно, шучу, но лишние движения неохота делать. Вот Ая спит, все, мы долбим по маршруту как можно дальше, чтобы уехать, именно продвинуться в ту сторону, в которую едем. Вот. Но нам говорили все время, когда у нас не было детей, что вот у вас будут дети, вы остепенитесь, остановитесь. С ребенком путешествовать невозможно, с ребенком, как вы уже видите, возможно путешествовать, но, конечно, коррективы свои приходится вносить. Это не хорошо и не плохо, просто что-то по-другому приходится делать, конечно. Но это, к этому быстро привыкаешь, поэтому вот так вот. Мы планируем свои передвижения заранее, сильно заранее. Ну, как бы, например, вот нам надо куда-то поехать, например, в город. И мы думаем, так, на метро ей будет скучно, значит, надо кучу игрушек с собой. А в прицепе ей, кстати, очень хорошо ехать, потому что она там укачивается, засыпает, и все, или там своими делами занимается, ей уже нравится. Так, Настя, привет. Олег Белова пишет. Все отлично у тебя с английским. Финляндия, Швеция, Дания, потом куда? Спасибо за отличный английский, на самом деле. Олег слишком оптимистичен. Или я слишком пессимистична. Ну, спасибо в любом случае. После Дании не знаю, да, Никита, ты, наверное, хочешь Голландию.
Я хочу в Голландию. У меня что-то Голландия, Мы хотим там... там крутые диджеи, Затусить. Армин ван Бюрен, Тиеста, родина многих диджеев. У меня как-то с юности все это хочется там побывать, на рейве, конечно. Но не знаю, получится или нет, прям с Аечкой там. Так, всех советов не переслушать, а жизнь одна. Удачи. Спасибо большое. Я тоже так считаю, всех не переслушать. Советы все всегда противоречат друг другу. Настя, ты вообще-то герой, Владимир пишет. Правильно сделали, что отключили комментарии. Тебе огромного терпения и выдержки. Спасибо большое, Владимир, за героя. И да, за то, что отключили комментарии. У меня они не отключены, кстати. У меня не такая бурная аудитория. Никто так ничего не пишет, ничего серьезного. Поэтому вот, я пока еще открыта для комментариев. Огромного терпения спасибо. Да, это действительно надо. Терпение в дороге, правда, нужно. Ребята, выглядите очень посвежевшими. Может, просто загар, но скорее нет. Поддержу тему красавцев и красавиц. Спасибо. Загар, правда, у нас южный теперь. Для Питера это, наверное, необычно. Хотя в Питере вроде хорошее лето в этом году, как обычно. О, Пока посмотрим люди, что там делают. мясо жарит. Не мясо, а Фарш. фарш жарит. Сейчас будем есть. Вот. Посвежели, да, немножко похудели. Ну, я похудела, Никита немножко набрал. То, что надо, короче, у нас. Проезжающей машины не будет ребенка. Нет, кстати. Но у нас дороги-то альтернативные в основном, второстепенные. Там, где машины либо не слишком шумные, то есть фуры у нас там почти не бывает, очень редко. Либо их не слишком много. Вот. Стараемся, конечно, ехать так, чтобы потише было. Самим так приятнее, потому что устаешь от дороги, от шума дороги. Поэтому мы стараемся прямо там, где никого нет. У нас бывает вообще, что мы едем и никого нет. Такое, это вообще шикарнейшие условия для ребенка. Поэтому мы едем, ее укачивает, воздух свежий, она спит, может там по 2 часа за раз проспать, а в квартире час всего. Потом пообедаем, и через там пару часов она опять на 2 часа вырубается спать, и все, и нормальное настроение. В городе она так не может выспаться. Я вот уже мы тут почти неделю, и вот каждый день не слишком много спит. Это в дороге лучше, конечно. Вот. Так, все-таки все-таки думает зажечь на Риве. Ну, конечно, думаем. Конечно, хотелось бы. Тем более у нас и ребенок привыкший. Она у нас сразу с самого рождения на этом, на всем, на трансе выросла. Никита же обязательно включит музыку. Вот, поэтому она у нас любит, танцует под это все. Вот. Почему вы едете только когда Ая спит? Она не может ехать в прицепе, не капризничая. Но она маленькая еще, чтобы не капризничать. У нее внимание там 10 минут, и надо развлекать другим чем-то. Поэтому если она сидит и ничего не делает, это, конечно, ей неинтересно. Она едет, когда спит, едет, когда не спит, если выспалась хорошо, то может еще там полчасика потусоваться, там, посмотреть на проезжающие машины, там, поиграть в свое детское пианино. В принципе, и все, и устает уже. Вот, поэтому, ну, что ее мучить, зачем? Вот. Пока подстраиваемся под ее настроение. Сейчас она чуть постарше станет, будет меньше спать. Будем уже придумывать что-то новенькое для нее. Ну, я думаю, в Европе, может, поинтереснее будет, может быть, там скорость поменьше. Ей, кстати, в городах, в принципе, нравится ехать. Когда мы заезжаем в город, она спокойно себя ведет, потому что там интересно, люди. Она у нас очень общительная, ей вместо игрушек нужны люди. Ну и мы с Никитой ей уже как бы надоедаем, наверное. И поэтому, когда мы там в города въезжаем, она смотрит на прохожих, на людей. Вот, и прям, ну, кайфует, смотрит, там, разговаривает с ними на своем языке, со всеми сейчас. Она очень общительной стала, кстати, в дороге. Не боится никого теперь. В Европе машины дружелюбно относятся к велосипедистам. Ну, это хорошо бы. Ну, я думаю, что да. Все, кто будут там, так говорят. Надеемся, что это подтвердится. Вот, и надеемся, что много будем встречать также с детьми путешествующих. Хватит кастрюлями стучать, пойду что-нибудь пожру. Жалко, запах нельзя передавать, тут это нормально пахнет так. Вот. Когда второго? Хороший вопрос. Сама думаю, когда второго. Да хоть час. Просто у нас, если вдруг что, придется на 1,5 года задержаться где-то. Когда дом построим, вот,
тогда можно и второго. Я пойду первого посмотрю. А спит, я сам посмотрю. Давай. Вот. А вообще, конечно, я с удовольствием бы второго уже сейчас. Потому что мне кажется, что Ай все-таки с нами немножко скучно. Не пришел никто? Как часто моетесь? Ну, стараемся, конечно, каждый день. Ну, я имею в виду хотя бы какие-то водные процедуры проводить. Например, ежедневно у нас там из бутылки мы точно поливаемся. А какие-то там ванны, души у нас в городах, конечно. Ладно, это потом. Да, в городах у нас, конечно, полноценная такая отлежка в ванне, отмачивание. И мы тоже стараемся, она у нас уже привыкла какой-нибудь водой из бутылки. Но очень хорошо, когда речки рядом, это хотя бы освежиться нормально можно. А так, погода, в принципе, была не такая, несколько дней, конечно, были очень жаркими, когда хотелось прям, так прям под душ, так конкретно. Но мы мимо рек старались ехать. Вот. А так у нас было несколько раз ночевок не в палатке, мы могли себе позволить помыться полноценно. Все-таки стараемся гигиену, конечно, соблюдать по полной программе. А я уже думала, зачатие онлайн будет. Боюсь, это сразу нас заблокирует. Нет, конечно. Первый раз на вашем стриме, пока ничего не понятно, но очень интересно. Передайте, пожалуйста, привет Виктору Ковалеву из Камбоджи. Камбоджа, Виктор Ковалев, привет. Никита, тебя тоже привет. Вот, персональный привет. А я общительно, это уже заметили, наверное, все, да. Но она, как и все годовалые дети, какое-то время боялась всех взрослых. Это было в Чебоксарах. Других боялась. Как только поехали в дорогу, она привыкла, что есть вокруг много других людей. Да и вообще ей общение очень нужно. Ну вот буквально даешь ей кучу новых игрушек, там у нас тут в основном нас встречают люди с детьми, поэтому у нас есть возможность ее разными игрушками там развлекать. А она вообще, посмотрела, классно, давай лучше я с тобой поиграю, с другой тетей, с другим дядей, там, с их детьми. Вот, поэтому, конечно, общительность у нее уже выработалась. Для того, чтобы путешествовать с ребенком по Питеру и области, нужно использовать детские сиденья с креплением багажника. У нас все с детьми ездят. У нас есть здесь, вот в этой квартире, детское сиденье. Нам предлагают попользоваться, потестить его. Мы вот подумываем на днях попробовать. Но по городу, может быть, это и неплохо, конечно. То есть отлично, хорошая идея. Но просто мы не пробовали еще, попробовать надо. А для дальней дороги пока все-таки прицеп это лучше, потому что ребенку нужно, чтобы комфортно было ехать. Все-таки не час мы едем. У нас в среднем 4, наверное, часа ездовых. Поэтому все-таки, чтобы там было сухо, тепло, комары не кусали, лучше, конечно, прицеп. Но мы подумываем, что когда она подрастет, все-таки придется когда-нибудь перейти, может быть, на детское сиденье. Еще не скоро. Да, это еще не скоро. Пока там лет до 4, до 5 может спокойно там ехать. Вы сейчас снимаете или в гостях? Мы в гостях, да, у нас здесь несколько человек сразу в Питере предложили остановиться у них. И вот первый, кто предложил, мы вот у него сейчас находимся. А я там в комнате уже дрых. Да, Паша, привет, вдруг он смотрит. Да, если, Паш, ты нас смотришь, Паша вряд ли, он там за рулем, наверное, в общем, едет к нам сейчас, мы вот его... Он потом посмотрит. Да, если что, Паш, привет, мы тут у тебя хозяйничаем, мы тут ему приготовили ужин и ждем его, хозяина квартиры нашего. Так, как находите второстепенные дороги? По карте, у нас Maps.me у меня, у Никиты Magic Earth. Ты ешь без меня? Приятного аппетита, Никите. Вот. На ночь глядя всем, кто хотел пожрать. Хороший же соблазнять, я сама сейчас буду есть. Вот, смотрим, что, например, есть там, какие там МК-то были, СМ-7, да, какие-нибудь, в общем, федеральные трассы, а рядом какая-нибудь там небольшая второстепенная. И едем на Абум, а там какая будет дорога, такая будет. Мы не знаем, будет ли хорошая или плохая. Главное, чтобы спокойно. Ты посмотри, пожалуйста. Главное, чтобы спокойная была, да, потому что даже плохое покрытие вообще можно проехать. Устаешь, конечно, но от трассы вот этой вот это нереально, больше устаешь. Мы не ездим так.
как зарабатывать в путешествии, ведь если нет собственного бизнеса, тогда жопа, нет постоянной работы и постоянных денег. Хочу путешествовать и дольше 2 дней не могу отсутствовать. У меня раньше тоже была работа постоянная. Я думала тоже, что это жопа, если нет постоянных денег. Но их и нет постоянных денег, так и живем. Вот. А на чем мы живем? У нас в России либо работаешь, либо путешествуешь. Ну да. Все. Бизнес Я онлайн. Не знаю, как вести. не понимаю, как в России можно работать, ну, на обычной работе за среднюю зарплату и путешествовать. Да. Мы едем вот так вот, без постоянной подушки финансовой, без такого постоянного фиксированного дохода. Что будет, то будет там. Как попадутся, так и поедем. Спасибо, наелись, ага. Я тоже тут сижу голодная. Ну вот, блин, пошел кушать. Ты одного зрителя отсюда выкурил. Так, слышали о городе Кропоткин? Добра вам. Слышал о городе Кропоткин? Да. Слышал? Или это улица Кропоткина? Есть улица Кропоткина, да. Просто в Новосибирске есть улица Кропоткина. Вот, мы там на ней тоже квартире жили с Никитой. Что? Здесь город, да? Кропоткин. Все, вопросы... нет, не кончились. Еще хочу сказать, ребята, я объездила всю Европу, могу с уверенностью сказать, наверное, что если нужна будет помощь в дороге, не стесняйтесь постучать в любую дверь, помогут всегда, даже просто в душ зайти можно. Вот это было бы, конечно, круто, потому что в России так нельзя сделать, или, может быть, не везде можно. Не, можно. Но мы как бы не решаемся. Нет, у нас вообще вот в Ярославской области был случай шикарнейший. Вот мы поехали на пароме через Волгу, и там просто местный житель подошел, говорит: давайте ко мне в гости. Такое первый раз у нас случилось в России, чтобы человек, который вообще о нас не знал, первый раз увидел, сразу в гости позвал, там, сразу предложил там и кров, и ужин, и компанию интересную. Вот. Мы там, конечно, классно провели время. Вот. Ну, в России мы пока так не делаем больше. Вот. Ну, может, если в Европе можно будет делать. Ну, мы поймем на месте, можно так делать или нет. Но путешествуем с вами. Ну, хорошо. Приятного вам путешествия. Надеемся, что у нас будет много чего интересного, чтобы можно было и вам показать, и нам было интересно тоже. Вы сдаете какую-то свою недвижимость, много путешествуют за счет этого дохода. Да, это, конечно, такое вот. Есть люди, у которых вообще одна квартира там есть, и они вот сами нигде не живут, путешествуют, например, автостопом, а ее сдают. У меня так знакомый в Томске сдает квартиру и путешествует автостопом. Но у нас нет такого. У нас нет своей квартиры, которая вот была бы свободная хата, которую можно сдавать. Мы свободны от всего. Во всех смыслах. Да. Вот, а так, конечно, там сколько, ну, грубо говоря, там в Новосибе, если иметь хвату и сдавать, ну, 1020 хотя бы можно получать. Это для путешествия, это даже семейного, в принципе, ну, впритык, наверное, ну, подойдет. А для одиночного вообще сойдет. Так, нет, вот если бы вы бузы онлайн уплетали, то тяжело было бы простить. Ха-ха, может, устроим в следующий раз бузный онлайн. Мы вообще можем мастер-класс онлайн сделать, если будут желающие. Я с удовольствием расскажу, как что делать, там не так уж сложно. Зато, да, пальчики оближешь, и запах через экран передастся, наверное. Только по 2-3 недели и можно путешествовать. Дольше это если только найти такую работу, где можно свалить на месяца 3, например, и обратно на ту же работу возвращаться. Кто-то и так делает. Путешественников у всех своя история, как кто зарабатывает, кто на что живет. Вот. Есть люди, которые и на 3 месяца, вот у нас знакомые есть тоже, которые путешественники уходили в отпуск такой длительный, по России путешествовали, возвращались. Ну, просто сильно хотелось путешествовать настолько, что пошли к начальству и сказали: либо увольняйте, либо я на 3 месяца сваливаю. Вот разрешили, ушел на 3 месяца, путешествовал по России, вернулся. Вот. Кто-то имеет бизнес, я не знаю про таких. Ну, обычно все вообще не богатые люди, просто хотят очень путешествовать. Так, помнится, Никита без денег поехал и ничего не помер. Да, без денег было, да. Но я, правда, не была тогда с ним. Да, живой, здоровый. Люди добрые помогали, да. Прямо, ну, снабжали там крупами. Были такие времена у Никиты. А когда Никита успевает делать видео так качественно, я не пойму.
так вот. Стараюсь. Да, мы едем, раз, и Никита остановился, что-нибудь снять. 5 секунд остановился и быстро дальше поехал. И так вот целый день потихонечку снимает, а потом, где находим интернет и электричество, например, там, у нас там 4 раза мы в гостинице снимали комнату, 3 раза даже, чтобы просто видео сделать, бывало такое. Вот, и делает, сидит ночами. Вот как-то раз он там сколько-то, 6 серий за ночь сделал, которые еще надо выложить потихонечку. Так, сейчас выложим. Так, Герман вроде просто копит, а потом путешествует. Было бы очень сильное желание, выход можно найти. Да, кто-то копит. Да, есть такие, конечно. Да, было бы сильное желание, потому что ты рассказывал, сколько мы тратим? Не рассказывал? Мы посчитали тут, сколько у нас трат за месяц, тоже будет завтра все подробно в статье. Но если коротко, то, ну сколько там, 25, да, у нас, по-моему? Где-то 25 тысяч потратили за месяц. Это в основном еда на троих, ну то есть на семью в дороге, когда нужно и мясо, и крупы, и какие-то там, что-то там к чаю можно, и фрукты, естественно, и овощи. Вот, где-то 15-16 на еду только ушло. И это вообще, я считаю, немного, копейки, наверное. В России пока, по крайней мере. Остальное это там 5 снаряжений у нас там небольшое, ну, там спальник, вот это все купили, который новый. Там, ну и остальное это вот 3 ночи у нас в гостинице, там переправа через Волгу, там однажды была на лодке моторной, и такие вот траты. Поэтому было бы желание путешествия, особенно в велосипеде, оно не такое и дорогое, дешевле, чем в городе жить. В городе мы больше тратили. Ну, точнее, мы-то не тратили, а вот когда я жила одна в Новосибирске, мне кажется, я больше тратила, только непонятно на что. Так, вязать носки в поездках и торговать местным. Я вообще думала рисовать портреты карандашом, зарабатывать этим деньги. Да, времени нет на вязание носков, нам бы просто иногда лежать в палатке, отдыхать. Да и Ая не даст, она там, представляешь, что он с этими носками сделает. Ассистент художника. Ассистент художника, да, она мне не дает рисовать, я взяла с собой кучу красок, даже масло взяла, масляные краски, там, карандаши, мелки. Она не дает, я пыталась пару раз, но пока вот не получается. Слишком ей интересно, чем я занимаюсь, поэтому носки, я думаю, она вообще не позволит. Анастасия, вы любите гречку? Никита так вкусно ее в Большом Восточном Кочеве готовил. Мне особенно рецепт риса с орехами зашел. В дороге я очень люблю гречку, но в городе не ем пока, потому что, ну, в дороге и так много едим ее. Мы любим делать гречку с макаронами. Получается очень вкусно. Потому что немножко мозг обманывается, что это не сплошная гречка, это еще что-то внутри там есть. Как будто бы она там с тушенкой. Вот, так что можно гречку с макаронами сварить, будет уже веселее. Что-то там смотрит, Никита какие-то мемасики смотрит уже. Вот. А на сладости, наверное, нападаете в дороге. Да нет, у нас самые ходовые сладости это казинак, какое-нибудь печенье, что там, и сушки, потому что Ая сушки любит. Ну, и ей там сладкое сильно нельзя, а вот сушки нормально подходят. Поэтому на сладкое нет, тут на фрукты нападаем. Это да, мы можем так купить килограмм яблока за вечер, их сточить на троих. А что там килограмм-то? А фрукты не дешевые в России, вообще в дороге. Ну, конечно, смотря где попадаются. Вот, ну, витамины нужны какие-то. Ну и вообще фрукты лучше, чем сладости какие-то. Они больше радости приносят. Вот. Мне кажется, у меня вопросы кончились, Никита. Да? Да. Вроде на все ответила. Вот. Уже 11:30 ночи, может быть, уже спать пора. Нет? Да, наверное, закругляться можно уже. Кому-то, кто пошел есть, приятного аппетита. Я сейчас тоже буду наконец-то есть. Да, ребят. Вот, наверное, тогда будем заканчивать, потому что время уже, в принципе, на все ответили. Дай бог в Европу заедем, дай бог выйдем. Да, может, в Хельсинки выйдем, если будет хорошая вписка Да. где-нибудь с интернетом. Не, арбуз не пробовали. Вот, ребят, спасибо всем, кто нас поддержал. Вот, 3000. Попробуем на них поменять Насте ходовку. Ура! У меня будет Цепь. первая, вторая передача. У меня первая, вторая не работает, я в горку на третий заезжаю. Цепь, кассету, систему, наверное, может, и хватит поменять. Вот. Поэтому, ребят, спасибо вам. Давайте не прощаемся. Мы на связи. Вас услышал, понял. Приятно было общаться. Вот.
Что давайте, ребят. Доброй ночи всем. Да, давайте, пока. Читаем, хорошо. Прочитаем, сейчас все посмотрим. Да, пока-пока всем. Пока.